Ей, кішкентай балапан. Достар, мына менің қолымдағы тұрған кішкентай ғана сары балапанның дүниеге келгенде небәрі 2 күн болған. Бауың берік болсын деп айтып жатырмын, жаңа әзілдеп болған. Мен қазір Павлодар облысында Павлодарская индейка брендімен жалпы Қазақстанға әлемге танымал Туркей ПВЛ шаруа қожалығындамын. Құс шаруа қожалығында. Бұл құс шаруа қожалығында бір жылда 230 мың құс айналымы бар. Қажет жағдайда 8 мың тоннаға дейін ет өндіре алады. Жалпы құсты қалай өсіру керек, қалай баптау керек, оған не береміз? Оны қалай экспорттайды, етті қалай өндіреді? Бүгін осы шаруашылықтың қыр-сыры жайлы айтқалы тұрмын. Сіздер міндетті түрде бүгінгі шығарылымды соңына дейін көріңіздер. Мына сүйкімді балапанға лайк қойып, комментарий жазыңыздар. Достар, ендеше біз бастаймыз, құлап кететін сияқты. Кел, бері қарай қолма. Нога застряла, да? Слеза заточивый газ, да? Да, не по-детски. Өткізіңдер. Мына ердің есі аңғыттыр. 11328 балапан бар. Ой, загадки. Нога у них тоже, да, съедобная? Бірден білесің, құс шаруашылығына келгеніңді. Мына ердің есі аңғып тұр. Жаман ес емес. Қыры бар қаржының есі шығады. Қазір ішке қарай кіріп толығырақ танысамыз. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Предприятие большое находится на территории Павлодарского района, Шаркатский сельский округ. Занимаемся именно производством мясной продукции из мяса индейки. Насколько вам известно, в нашем регионе, в Казахстане, мы всего лишь одно из 2 предприятий. Всего есть Ордабахский вкус, это на юге, и у нас есть в Павлодаре мы. И мы заявляемся, что мы производители. Почему? Потому что мы не покупаем сырье, то есть мясо готовое не берем, либо птицу и не производим ее из мяса. Мы именно весь цикл, начиная от закладки и инкубации до выращивания птенцов. Потом идет молодняк уже птиц. То есть весь цикл мы контролируем. Сонда жұмыртқадан бастап етке дейін. Біз өткенде Казбифтің мясо комбинатында болғанбыз. Бұл жерде де дәл солай, достар, білесіздер ғой, сіздер бізбен бірге жүрсіздер. Міндетті түрде жергілікті мекеменің тәртібіне бағынамыз да, сондықтан да үстімізге осындай ақ халаттарды киеміз. Киініп алайық онда тез. Достар, қалай? Стиль қалай болып тұр? Енді таза Қызылорда емес, таза Қараторғай болып тұр енді стиліміз. Сосын қазір бізде Сергей деген жігіт аралатады. Осы құс шаруашылығының ішін бәрін бізге Сергей көрсетеді. Ал сіздер Сергейді қатты сөкпеңіздер. Қазақша сөйлемейді деп. Кеттік пе, Сергей, дайынбыз ба? Достар, естеріңізге сала кетейін. Біз қазір Индейка Павлодарская деген брендті білесіздер ғой. Дүкен сөрелерінен көрген шығарсыздар. Дәмін татқан шығарсыздар, мінекей мынадай балдай шұжықтардың. Осы шаруашылықтағы тыныс-тіршілікті, құс шаруашылығы қалай жүргізіледі, қазір сол туралы айтайын деп жатырмыз. Кеттік. Птица по отношению к людям, она не особо агрессивная, но по отношению друг к другу они такие боевые. У них нет такого понятия, что птица сдалась, приняла поражение. Нет, то есть если он сдался, его доклюют до конца до смерти. У нас птичницы, когда обход совершают, если видят, что больная травмированная птица, которую уже там подклевали, кровь появилась, то есть ее отдельно в санитарную клетку отделяем и потом уже отправляем на забой, потому что если в стадо ее выпустить, она там не выживет. 13 400 яйцо приходит. То есть начинается все с инкубатора. Инкубатор у нас находится там в той стороне. Закладывается яйцо в инкубационный шкаф. В зависимости, сколько там яйца отбраковывается тоже, потому что не все яйцо, оно пригодно к закладке. Потому что есть, которые с деформациями, есть, которые с повреждениями, трещинами и прочее. То есть это яйцо отбраковывается, потому что с него яйчонка не получится. Дальше яйцо закладывается в течение 28 дней, оно инкубируется. Потом по истечению 28 дней происходит вывод.
Вывод произошел, птица там тоже сортируется, выбраковывается. Слабая, непригодная для выращивания птица, она отделяется. И только остается та птица, которую мы непосредственно уже получаем на цех выращивания. Тебе тут какая тут температура? На данный момент здесь 34 градуса. Бәсе 34 градус, бәсе жанып тұрған мына ыстық, да, здесь жарко, да, тут? Здесь жарко, но здесь сейчас уже работает вентиляция, то есть все равно движение воздуха есть, обмен воздуха есть, поэтому здесь как еще комфортно находиться. А подходить к ним нам можно, Мы да? сейчас пройдемся. Достар, шынын айтсам В бар ғой? птичник заходим, проходим через десковрик, обрабатываемся. Да, То есть мы, это обработка. птица, да, в первые дни жизни у нее слабый иммунитет, поэтому мы и делаем и дезинфекцию, делаем как обработку ног в каждом птичнике. Қараңыздар. Вот этим малышам Им сколько сегодня второй день. Второй день сегодня? То есть им можно сейчас нам сказать бауың берік болсын, да? Ну, потому что они только вчера родились. Да. Только вчера заселились. Здесь мальчики или девочки? Здесь все вместе. Все То есть вместе, у нас, так? Вон, да, так. сортировка по половому признаку, она происходит где-то в 2 месяца, когда уже есть вот эти половые различия. То есть самец, он более крупный становится, у него голова более крупная, лапки более крупные. То есть уже видно, что меняется форма и внешний вид птицы. Они сколько литров воды за день употребляют? Ну, это индивидуально, это каждый день норма перерасчитывается. То есть, если сегодня они могут там 60 мл выпить, то с каждым днем этот объем будет увеличиваться. Вот теперь я вижу, что-то они собрались. Вот, у них А сегодня второй день, они уже знают, птица да? социальная, она тянется к человеку. То есть, Да. вы привлекаете внимание, мы с вами говорим, она на звук реагирует, она внешне реагирует, то есть она видит, что мы в белом, что что-то поменялось. Что-то новое, да? Им Да. интересно, Им получается, интересно. да? То есть они, как вот в природе, он родился, цыпленок, что он видит? Он мать видит, там, несушку видит, он за ней везде следует. Так и вот птица у нас здесь. То есть мы сейчас куда будем идти, так и птица будет за нами идти. А вот они идут за нами, да? До какого года или месяца надо за ними сильно ухаживать? Самый сложный такой период — это вот 1,5 месяца. После 1,5 месяца, как они рубеж переходят, они как самостоятельная птица очень хорошо переносит такие все, можно сказать, невзгоды. 1,5 месяца она очень чувствительна к перепадам температуры, сквознякам, каким-то шумом там и прочим факторам внешним, которые воздействуют. Бактериальные, там, вирусные факторы тоже могут повлиять. Потому что А здесь сейчас сколько цыплят сейчас по количеству? в данный птичник мы вот вчера заселили 11 328 голов. 11 мың сколько? 11 328 голов. Ой, 328. 11 мың 328 балапан бар. Мәссаған. Нога застряла, да? Да. Он, наверное, много Но пролежал. он пролежал, да. То есть сейчас он отлежится, отойдет. Да? А можно одну брать на руку? Ну, наверное, я не буду, наверное, вы, да? Потому что я вам больше доверяю. Можно крупный план взять? Карандаш? О! Хе-хе-хе! Нағандаш, қазақта сөз ғой балапаным деп айтады, иә? Қарашқа, неге балапан деп айтады? Балапан өйткені өте әдемі болады. Все, ладно, ақыры менің қолыма өзі келіп қонды, мен ұстаған жоқпын бұны. О, өте әдемі, сүйкімді, да? Так, они какого цвета? Белого цвета, да? А бывают там другого цвета? Или они чисто все белые? Они все белые, но бывают такие исключения, когда приходят птенцы, и среди них бывают черные, либо, например, с черным крылом, либо там со спинкой черной, то есть попадаются.
Почему, допустим, курица, утка, гусь, все цыплята, когда рождаются, они такого цвета? Ну, Из-за вот этого желтка или что? нет, ну это потому что это пух, потому что это еще не основное перо, это их. Потому что это пока пушок, поэтому ну, такого желтоватого цвета. Сейчас, когда вот, если посмотрите, вот крылышки у него начинают отрастать, видите, вот они уже белые. То есть, когда он будет заменять вот этот пушок на основное перо, он будет становиться белый. Достар, онда біз мына балапанды орнына қоямыз да, Сергей екеуміз ары қарай жылжимыз. Сергей, дальше мы куда пойдем? Скажите, Дальше пожалуйста. пойдем на птицу, которая старше на 2 недели. Данной птицы. Тогда мы это отпускаем, да? Да? Куда отпустить? Туда или на место? Все, отпускайте. Вот сюда можно, да? Ал, балапан, жолың болсын. Давай, пока-пока. Вообще сейчас они вот их как вы правильно называете? Они маленькие же. Индюшата. А? Индюшата. Индюшата, да? А вот эти сейчас Ну это индейка. индейка, да? Просто, ну как, Это мировое название или вы сами это решили? так? нет, индюшонок это маленький, то есть цыпленок, индейки, так называется. Сейчас мы в птичник пройдем, который ну, заселялся до второго птичника. Ой, жарко. Сюда. Заходим, да? Сейчас я свет посмотрю. Охо, достар, мынаны қараңдарсай. Ей-ой, мыналарыңдар жүгіріп келіп жатыр ғой маған қарай. Келіңдер. Келіңдер, қызық бірдеңе айтам. Кім бірінші келеді соған айтам. Келіңдер. Осы мынандай жағдай болды бізде. Птица любознательная, любопытная, то есть ей все интересно. Сейчас, если вы в птичник зайдете и начнете идти, вот это все стадо, она будет за вами двигаться. То есть, если бы не было перегородок между секциями, то вот это все стадо можно было бы увести все туда, в конец птичника. И также оттуда возвращались сюда все. Поэтому разделено, каждый птичник, он разделен на секции, потому что птица, чтобы до этой секции доходила, до перегородки, все, она ее ограничивала, она тебя из вида теряла, интерес пропадал, и все, она опять разбредалась по птичнику, ну, по своей части. Если же не будет, то она вся уйдет либо туда, либо сюда, и потом в итоге там корм не съест, там этот датчик не сработает, здесь, допустим, она все съест, там датчик будет видеть, что корм есть, потому что у нас линия кормления, она автоматическая, на каждой линии в конце стоит датчик кормления. То есть корм подъели, датчик сработал, корм протянулся. То есть если птица вся будет находиться здесь, то есть она все здесь съест, она будет голодной сидеть. Это голова, то есть это здесь происходит. Здесь температура. Да, здесь все забиты данные по температуре, по вентиляции, все, вся необходимая информация на весь цикл выращивания. То есть сюда доступ дано не каждому человеку. Нет, здесь доступ у всех есть. Ну, потому имеется. потому что здесь есть кормление, есть вентиляция, то есть если вдруг какая авария случается, то есть выходит из строя там шнек кормления, у птичницы доступ сюда есть, чтобы это отключить, сообщить слесарю, слесарь приходит, и они устраняют. Любые, обогрев, вентиляция, кормление, то есть все здесь, свет, все здесь находится. То есть И потом дальше. отсюда, да, уже все поступает в птичник, то есть необходимое. Ну, то есть работа начинается отсюда, да? Да, то есть здесь все отлаживается, настраивается, и дальше уже как птичник подготовлен, птичник готов к приему птицы, то есть мы принимаем птицу. Заходить нельзя, да? Почему? Также через коврик. Можно, да? Давайте зайдем. Көрейік, достар, сіздер үшін Сергейге қол қалап отырмын, ішіне кіріп көрейік деп. О! И можно вот так? Они еще не орут, да? Нет, здесь не орут, но здесь вот звуки, которые им новые, которые им непривычные, они начинают прятаться. Вот видите, они сейчас, вы звуки издавали, они вдоль кормушек, поилок начали собираться. Из постороннего звука, да, они пугаются, да, да? То, что им непривычно. Поэтому, когда даже в птичник мы обучаем людей,
птичниц, что когда они приходят, они должны сначала издать какие-то звуки, должны показать, птица должна их увидеть, потому что если резко зайдут, птица не будет к этому готова, то может произойти испуг, птица либо подавится, либо травмируется, либо еще какие-то. А, ничего себе, они настолько чувствительные, да? Ну, вот, просто из таких моментов, которые у нас происходили, у нас есть там железнодорожные пути, и бывало так, что в состав проезжал, гудок дал, и птица, ну уже взрослая птица, испугавшись гудка, она сносила вот эти перегородки, это сейчас у нас металлические, до этого мы, ну когда запускались, мы пробовали деревянные делать, то есть она сносила эти перегородки, давилась, сломалась, и в итоге у нас и падеж был там, ну, до 200 голов аж было. Ничего Но себе, это просто, из-за звука, просто да? из-за того, что гудок был издан. Ничего себе. Почему я вот это спрашиваю? Потому что когда вот в ауле у нас там 10-15 голов, они вместе когда хором орут. А здесь Ну, также хором, здесь, хором. ну, их же много. Да. Они шумные, громкие. И они, допустим, если у них один начал кричать, они повторяют же вот это, Да? цеплять. Здесь они там долго будут кричать или... Получается, мы сейчас зайдем, они будут издавать вот эти звуки. Вы начнете говорить, они тоже будут это перебивать вас. То есть... И будет волной какого-то, потому что пока туда дальше будет доходить, то есть они будут уже позже реагировать. Но я чувствую, там запах будет такой, не по-детски, да, как вы сказали? Да, сейчас там все-таки уже такие состоявшиеся индюки. Сейчас мы сделаем. Не шумите сейчас, а то они будут без нас сейчас. Армысыздар, күрке тауықтар? Қалдарың қалай? А? Көріне ме жауап береді. Жақсы деп жатыр. Жаңағы балапандар жоқ мінекей. Мына жерде қазір Сергей, сейчас здесь сколько им по возрасту? По возрасту здесь примерно 132 где-то дня. Ну, почти 5 месяцев, да, где-то? Да? И они высокие, да? Высокие, они, видите, красавцы какие. Клюв у них довольно большой тоже, да? Ну, птица сама большая и, соответственно, Ой, ничего себе, они на нас идут. ну, потому что увидели чужаков. Сейчас они будут выламывать. Пойдемте, пройдем. Зайдем. Да. В клетку к зверю. Мы в детстве вот так делали. Біздің ауылда болғанда біз былай істейтінбіз күрке тауықтарға. Прикольно. Мәссаған, Сергей, ойбай. Долго на одном месте не нужно находиться. Видите, птица вся Что, сюда нам надо идет. идти или что? Что мы Нужно будем? либо идти, если хотите отсъемку делать, то нужно туда вовнутрь пройти. У нас в ауле было, у них голова красная, но почему-то у них синий, да, сейчас? Это зависит от прилива крови. То есть сейчас птица немножко такая, Спокойно. да, спокойная. Когда в птичнике жарко, кровь, ну, голова красная может быть. Когда птица перевозбуждена, голова красная может быть. Это тоже зависит от состояния птицы. Даже вот эти мясистые отростки, которые у них висят, они тоже собираются, расправляются в зависимости от того, как птица себя это чувствует. Вообще у них вот этот, нога у них тоже, да, съедобная? Лапки, ну, сейчас я не делаю, но когда я в деревне жил, мы варили с них холодец. Вообще. И у нас иногда заказывают прям лапки отдельно, то есть ну, бабушки там кто любит такое, чтобы желейное было. Там же суставы. Они вкусные вообще? Да? А перьям что делаете? А у нас получается все отходы убойного цеха перерабатываются на мясокостную муку. То есть безотходная здесь. Безотходная, потому что производство. проблема существует
если нету переработки, утилизации, то проблема существует, куда эти отходы девать. Вот это необходимо в какую-то организацию сдавать, где будет утилизация происходить. Поэтому мы пошли немножко другим путем, мы сделали сами эту, перерабатывать отходы. То есть вот эти птица забилась, кишечник, перо, там, кровь, оно все отправляется на мясокосный цех, и там перерабатывается, варится в котлах лапса, и получается мясокосная мука. Мясокосную муку потом покупают у нас и там добавляют уже в корма животным. Вы экспорт делаете тоже? Да, у нас экспортируется продукция в Россию, Узбекистан, Киргизию, Азербайджан. Были, что и в Беларусь отправляли. На 4-5 стран Да. вы экспорт делаете, да? Ой, керемет. Сергей, я раньше слышал, что инкубаторские птицы не могут дать яйцо. Это правда или ложь? Не так, наверное, вы, может быть, не так поняли. Не то, что инкубаторский, это кросс не может дать. Это специально выведенная птица, которая именно предназначена как для выращивания на мясо. То есть Они сейчас не могут, да? У нас мясной кросс, и они могут яйцо дать, но она будет не жизнеспособная, то есть она будет неоплодотворенная, потому что сам самец, он крупнее самочки. Чтобы оплодотворить самочку, это нужно уже искусственным путем это делать. То есть сам индюк, он просто не сможет потоптать самку. Поэтому яйцо будет неоплодотворенное и пустое, можно сказать. И вы уже, даже если оплодотворение произойдет, вы уже не получите те характеристики данной птицы, которую вот мы имеем. Потому что для того, чтобы получить вот эту птицу, проведена большая работа. То есть было материнское стадо, от которого яйцо, еще были, то есть до материнского. То есть это, чтобы вывести вот этот кросс, необходимо было скрестить несколько видов индейки, чтобы получить те характеристики, которые мы сейчас имеем. А почему ученые хотели добиться до такого результата? А что, если они дают яйцо, там могут плодиться там? Что тут такого? Нет, видите, вот эта птица тоже может яйцо. Просто мы почему выращиваем не такую птицу, потому что она массу дает. Если вы в частном подворье будете выращивать, и чтобы индюка дорастить там до 18 килограмм, вы будете его год выращивать, грубо говоря, так. То здесь 5 месяцев, в принципе, птица и это. Потому что у нее как в генах заложено, что набирать массу, и, в принципе, для других целей она нам не нужна. А индюк в каком возрасте готова будет к забою? Или вы по весу определяете? У нас идет, когда разделение по половому признаку, самочки-самцы. Самочки заходят раньше. Самочки заходят примерно в 110-й день, а самцы примерно где-то 140-146 дней заходят. Потому что самочка примерно до этого возраста, она набирает свою массу, и дальше она уже подготавливается к яйценоскости. Поэтому необходимости держать ее больше нет, потому что она привесов не будет давать. Она будет уходить в жир внутренний, готовиться к тому, чтобы к яйцекладке. А самец, он к этому времени, он только вытягивается, у него только костяк выходит, но он еще мышечную массу не набирает. Он набирает мышечную массу примерно к 140-146 примерно дней, 138 дней, вот так. То есть этот вес, возраст, когда птица примерно 16-18 килограмм. То есть самочка, она примерно от 9 до 12 может килограмм доходить. Поэтому тут тоже... И еще один момент, это от того, как у нас график забоя построен. То есть мы должны забить птицу тогда, когда у нас есть что потом в этот птичник заселить. То есть мы, допустим, можем не 110 дней, там 112, где-то сдвинуть, где-то, может быть, меньше птицы забить, дать птице немножко подрасти, поднабрать веса. То есть это нормально. Понял. Потому что цикл должен не прекращаться. Мы птицу забили, санразрыв провели, после санразрыва заселили новую птицу, и все, цикл продолжается. Сергей, а вы здесь в частном доме живете или там на многоэтажном доме живете сами?
Нет, я сам с города, многоэтажный. А вы, допустим, если вы в частном доме жили бы, вы хотели бы там содержать там, Ну, держать куриц? если бы я занимался другим видом деятельности, то хотел бы, если смотреть со стороны биобезопасности, то нежелательно содержать птицу. Точно, точно. потому что Когда мы были в Акмолинском области, Айтас Групп, знаете, да? Они тоже там, они тоже занимаются птицеводством. У них тоже есть требования такие. Допустим, если человек здесь работает на таком хозяйстве, да, им нельзя дома содержать домашних кур, уток. Ну, потому и так что далее. это есть опасность, что заноса каких-то бактериальных, вирусных инфекций с другого хозяйства. У вас тоже самые требования, да? Ну, мы стараемся тоже людей ограничивать в этом. Проводим разъяснительные Там, работы. кстати, тоже был такой пункт, на охоту тоже ходить нельзя было. Ну, пока вот это мы не можем еще отследить, но это тоже нежелательно, потому что дикая птица, она как естественный резервуар для различных заболеваний, в том числе вот птичий грипп. А бывают ли воробьи залетели? Бывает. Они же опасны же для вас, да? Бывает, мы потом пытаемся как-то их либо выгонять, либо отлавливать. Поэтому... Что для вас самое опасное? Сорока, ворона, там еще там то. Нет, воробей. любая дикая птица в птичнике это уже своего рода опасность. Потому что птица, которая у нас здесь находится, она, у нее свой фон там, бактериальный, у нее свой иммунитет там, к определенным, все, что здесь циркулирует в птичнике, к этим микрофлоре, к этим там вирусам и прочим. То есть если посторонняя птица дикая, когда заходит, она, как правило, может быть источником более таких серьезных заболеваний, как птичий грипп. Это очень опасно, потому что если в случае птичьего гриппа произойдет, просто эта фабрика сгорит. Потому что птицу необходимо будет все просто уничтожать. Визуально можно даже обход совершать, смотреть, будет все хорошо. А на следующий день приходишь, уже птица вялая, там, начинаешь выяснять причины, потому что мы скрываем падеж, смотрим, какая картина там, то есть при вскрытии. Причину, да? Причину, да, нужно установить, посмотреть, если это бактериального характера заболевание, или может быть это были у нас нарушения микроклимата, и птица так отреагировала, что не знаю, асфиксия там пришла, может быть птица подавилась, мы пришли, падеж в птичнике. Начинаем выяснять, а птица, возможно, там задохнулась. То есть начинаем смотреть дальше, смотрим, было, например, понижение температуры, птица просто скучковалась и задохнулась. Подавилась, да, нижняя птица там задохнулась. Может быть, мы скрываем и смотрим, что начинается какая-то, там колибактериоз начинается. Ой, Сергей, по вам видно, что вы прям вот обожаете свою профессию, Нет. так вкусно рассказываете. Прям я слушаю и слушаю. Сергей, я вам очень благодарен. Спасибо вам, что уделили нам внимание, что дали нам доступ к ангарам, разрешили нам зайти, посмотреть, потрогать, да? Спасибо вам большое. Желаю процветания. Туркей ПВЛ пусть процветает. Достар, біз осымен бүгінгі шығарылымды аяқтаймыз. Біз Павлодар облысында болдық. Туркей ПВЛ шаруа қожалығы, құс шаруа қожалығында индейка Павлодарская брендімен танымал құс шаруа қожалығының сіздер барлық циклын көрдіңіздер. Егер де мясокомбинаттағы жұмысты көргілеріңіз келсе, онда комментарийге міндетті түрде жаза кетіңіздер. Сергейге қолқа салып, міндетті түрде келіп, оны да егжей-тегжейлі түсіретін боламыз. Лайк қоямыз, әдеттегідей комментарий жазамыз. Мына видеоны барынша бөлісеміз. Сау болыңдар! Сау болыңдар! Достар, пока!